Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях заместитель главного государственного инспектора города Канаш и Канашского района по пожарному надзору Дмитриев Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. В начале нашей беседы не могли бы вы довести статистику по пожарам и их последствиям? На текущий период 2021 года на территории Чувашской республики зарегистрировано 232 пожара. На аналогичный период 2020 года статистика насчитывала всего 198 пожаров. Рост составляет на данный момент 17%. На пожарах погибло 27 человек. На аналогичный период 2020 года было зарегистрировано гибель 8 человек. Рост составляет более чем в 3 раза. Что касаемо травмирования, то в 2021 году на пожарах травмы различной степени тяжести получили 10 человек. На аналогичный период 2020 года этот показатель составлял 17 человек. На сегодняшний день рост количества пожаров погибших на них наблюдается на территории города Канаш и Канашского района. С начала 2021 года произошло 23 пожара. На аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 13 пожаров. Рост составляет 77%. Погибло 2 человека. На аналогичный период прошлого года погибших зарегистрировано было всего лишь 1 человек. Рост составляет 50%. При прошлой встрече мы с вами рассмотрели причины пожаров, связанные с печным отоплением и электротехническим оборудованием. Каковы еще причины возникновения пожаров? Львиная доля пожаров происходит и по причине неосторожного обращения с огнем. Хотелось бы отметить, что неосторожное обращение с огнем – это характеристика причин возникновения пожаров в общем смысле. Сюда относятся неосторожность при курении, неосторожность при приготовлении пищи, неосторожность при сжигании костров и тому подобные причины. Но сегодня хотелось бы остановить особое внимание на причину пожара, связанную с неосторожностью при курении. Курение – самый распространенный из вредных привычек. Кроме того, небрежное обращение с тлеющей сигареты является причиной пожаров в быту. А какова статистика по пожарам, связанная с неосторожностью при курении? Всего за 2020 год на территории Чувашской республики зарегистрировано 1647 пожаров. В огне погибло 76 человек, еще 76 человек получили травмы различной степени тяжести. При этом из 814 пожаров, связанных с неосторожным обращением с огнем, в 248 случаях причиной пожара становилась именно неосторожность при курении. Это 1/6 часть от общего количества зарегистрированных пожаров в 2020 году. В результате пожаров, причинами которых становилось курение, погибло 32 человека. Каждый 8-й пожар, вызванный неосторожностью при курении, был смертельный. Еще 13 человек на таких пожарах получили травмы различной степени тяжести. С чем связана причина таких пожаров и почему они происходят? Ошибочно полагать, что любители покурить в постели не догадываются об опасности своей привычки. Каждый из них прекрасно понимает, что тлеющий окурок, упавший на подушку либо на диван, может за считанные минуты разгореться в пламя и испепелить жилище. Сам окурок, вызвав тление горючего материала, гаснет, но образованный очаг тления может превратиться в пожар. Однако курильщики, надеясь, что ситуация находится у них под контролем, и что подобное с ними уж точно не случится, пренебрегают своей безопасностью и безопасностью окружающих. Как правило, именно самонадеянность, а в большинстве случаев еще и усиленная доза алкоголя и становится причиной пожара, связанного с неосторожностью при курении. Трезвый человек, проснувшись от запаха дыма, способен спастись сам и оказать помощь окружающим. Алкоголь же затуманивает сознание. Употребив спиртное, человек становится невнимательным, теряет чувство меры, ответственности. Известно также, что алкоголь почти всегда оказывает усыпляющее действие. В таком состоянии человек может даже не почувствовать первых признаков пожара. В этом случае непотушенная сигарета реально может погубить человека. Расскажите нашим зрителям, как избежать пожаров, связанных с курением. Для того, чтобы избежать подобных случаев, необходимо курить в строго отведенных для этого местах. Выбрасывая окурок, необходимо убедиться в том, что он полностью потушен. Следует исключить курение в постели и тем более в состоянии алкогольного опьянения. В завершении эфира, что бы вы хотели добавить? Уважаемые жители города Канаша и Канашского района, задумайтесь о безопасности своих жилищ и помните, соблюдение требований пожарной безопасности – залог сохранности вашей жизни и вашего имущества. На этом наша передача заканчивается. До свидания.
До свидания.